«Я себя старым пока не чувствую», — говорит Олег Бгашба, улыбаясь. Свое 80-летие он характеризует скорее как цифры, но ни в коем случае не состояние души. Олег Хухутович говорит, что в его семье старшие уходили из жизни не раньше 86-87, потому пока рано считать себя старым, уверен юбиляр. Тем более, что есть дела поважнее. Чувствую себя довольно-таки, не молодым, но во всяком случае не старым. В общем, меня интересует все, что интересует молодежь, спорт, эстрада, джаз. Помимо того, что я наукой занимаюсь, я говорю о посторонних. Вспоминая годы прошедшие, Олег Бгашба рассказывает, что увлекался поэзией, писал сам, бывало даже прозу. Любимым поэтом, не задумываясь, называет Иосифа Бродского, прозаиками Алексея Гогуа и Баграта Шинкуба. Рассказывает, как в детстве случайно попал в национальную сборную, просто играл в дворовой баскетбол и был замечен людьми в деле. Но особенный трепет появляется, когда речь заходит об археологических раскопках прошлого. Особенно в Цибильде, мы там с Юрием Николаевичем Вороновым, я его заместителем был в Цибильдинской экспедиции, мы раскопки вели главной крепости Апсилов, одного из древнеабхазских племен, которого происходит само название Абхазово-Апсуа. И там, что интересно было, эта крепость описывается, события вокруг стен этой крепости описываются византийским историком Прокопием. И там целая романтическая история, о которой я сейчас не могу, в двух словах, там начальник персидского гарнизона, которого апсилы впустили, потому что они пришли с лазами, а лазы и апсилы были тогда в хороших отношениях, по крайней мере. И начальник гарнизона стал ухаживать за женой начальника крепости Апсилов, где подчеркнуто было, что она была прекрасная апсилийка, потому что у начальников всегда жены были гречанки, а вот здесь именно подчеркивается, что... И он стал за ней ухаживать там, и применил силу. Это не понравилось мужу. Они напали на персов ночью, и это место, где персы находились, в башне, мы раскопали. И эта картина, которая битвы описана Апсилов с персами, которые наказали персов, это там предстало перед нами, потому что персидский доспех, он был прислонен к стене, и уздечки висели, там мечи там прислонены. Значит, они спали, на них напали и, в общем, наказали. В археологию Олега Хухутовича привел отец Хухут Соломонович Бгашба, на тот момент директор Абхазского института, доктор филологических наук. Он дружил с первым абхазским археологом Михаилом Трапш. Школьником Олег Бгашба начал ходить на свои первые раскопки. Дальше больше. Говорит, раскопки помимо научного интереса очень развивали фантазию. Во всяком случае, их с Юрием Вороновым. Во время раскопок, что я чувствовал? Например, особенно когда раскапывали мы погребение с Юрием Николаевичем, мы фантазировали, жарко было там, целый день надо было препарировать нас. Если попадалось женское погребение, мы начинали фантазировать, как она из себя представляет. Мы даже находили там маникюрные наборы, щипцы для выщипывания бровей там, и так далее. И броши, фибулы, там бронзовые, серебряные, золотые. И мы представляли, как же они выглядели там и так далее. Фантазировали. Самыми счастливыми Олег Бгашба называет 10 лет перед началом войны. Говорит, что было множество планов, идей и задач. У нас целый заповедник был, начиная от Южного приюта до моря. И егеря были, которые охраняли, и в Сванетии тоже были там люди, которые отвечали там, что проходят пожары там. Потом все это. Мы даже, знаете что, попросили разрешения, когда раскопки вели, у охраны памятников за экскурсию брать 10 копеек.
И потом мы сдавали в охрану памятников, и за эти деньги какие-то ремонты проводили. А у нас Юрий Николаевич Воронов вел тетрадь специальную отзывов, и за сезон иногда до 2000 людей проходило. Сейчас Олег Хухутович надеется, что когда-нибудь придет время достойного отношения к историческим и археологическим памятникам. Вспоминает он и самые сложные этапы жизни – войну, убийство лучшего друга, смерть сына. Рассуждает юбиляр о том, что помогало ему справляться с трудностями. Может быть, характер. У меня характер складывался, знаете, как интересно. Во мне сейчас, я даже сам себя не знаю, во мне сидит гены одного деда, это Салуманов Гашба, это немножко необузданные гены. А другие гены, вот Андрея Максимович Чочева, который здесь похоронен, он просветитель, спокойный человек, интеллигент. Вот эти вот сочетание вот этого, может, и помогало, а также, конечно, окружение. Окружение, с кем я общаюсь и общался. И в трудные минуты это друзья, конечно. Радость жизни Олег Бгашба сегодня находит во внучке Наталье. Девушка тоже занимается наукой, почвоведением, готовится к защите кандидатской в Московском государственном университете имени Ломоносова. Помимо науки, Наталья Бгашба увлекается вокалом, солировала в хоре Локтева. Расстраивают Олега Хухутовича кадровый дефицит в профессии, недооцененность науки и новые приоритеты поколения. Сейчас новое поколение пошло. Это Homo perfectus sapiens, это человек будущего. Он одет хорошо, у него машина, вылизанный, разговаривать умеет. А за душой особенно. Я не говорю, что это все, но вы обратите внимание. Все разговаривать умеют, все, но такие общегосударственные вопросы мало кого волнуют. Все говорят и говорят. Главный совет, который дает Олег Бгашба молодым ученым – любить дело и бесконечно в нем развиваться. Но есть и напутствие безотносительно профессии. Вы представляете, мы выдержали здесь греческую колонизацию, римскую тоже, византийскую, арабскую, потом эти генуэзцы, кого-то грузины, там, мигрелы, там. Но мы-то остались, и война была неравная в смысле количества. Тоже остались, и Кавказская война тоже остались, и вот сейчас наши отечественные остались. Так что мы никуда не денемся. Хотят ли кто-то или не хочет, никуда не денемся. Мы народ такой, который никуда не денется, пока земля вертится. Единственное, мы должны относиться друг к другу заботливо, каждый заботится, вот, и возродить. Вот мы, можете смеяться, но мы иногда вот говорим, что бы могло помочь нам какая-то идеология могла бы помочь, допустим, Ажератшера. Это значит, в итоге, если так покопаться, каждый человек родственник, если каждый из этих Ажератшера будет стараться друг другу хотя бы улыбаться, хотя бы, не говоря уже о том, что-то делать хорошее, хотя бы просто улыбаться, по-человечески относиться, то я думаю, что мы на этом бы только выиграли. В новостной журналистике негласно запрещено завершать репортаж словами героя. Но это тот самый случай, когда можно. Элеонора Гилаян, Раму Камке, Абаза ТВ.